Всем подписчикам привет. В общем, у нас вот такой вот Фридяра приехал 2019 года. В общем, у него сбита адаптация радара. Ну, тут пока непонятно. Оно бывает сбитая адаптация радара, висит на постоянку, короче. Что у него сбита адаптация вот этой именно камеры. Вот. И как бы ошибки у него висят. Контроль полосы на постоянку. А DAS. Вот эти вот все лампочки у него горят, в общем-то. Ну, мы сейчас едем в помещение. Тут у нас помещение не позволяет калибровку проводить. Нужно, чтобы было 4 метра где-то примерно перед автомобилем. И прямой линии надо, чтобы все было освещение хорошее. Вот, будем калибровать данную систему. Ну, а там поснимаю, покажу, как это все выглядит. В общем-то, ошибки у него выглядят вот так. Это на панели, если брать. Вот у него контроль полосы, лампочка. Ой, получается, моргает. Вот так вот. Постоянно. Ну и вот ADAS, LCAS, все моргает. ATC, LCAS. Вот так вот моргает. Сейчас мы поедем, будем калиброваться. Я взял с собой мишень, взял с собой радар. Будем пробовать, в общем-то, все это дело. Настройкой заниматься. Ну все, посмотрим, что получится. Так вообще Фрид шикарная машина вот такая вот. Места много. На роботизированной коробке она. Пробег маленький. В общем-то, вот такая тачка прикольная. Сейчас ошибки бы все потушить. Кстати, в последнее время многие стали приезжать. Что-то у нас с этими радарами. Постоянно сбиваются калибровки ни с того ни с сего. Непонятно, в общем, в чем дело. Говорят, они ломаются, эти радары. И причем тот радар, если откалибровать можно, он обычно как бы сбивается из-за того, что, ну, тупо, короче, сбивается он из-за того, что ДТП, что-то попало в бампер. И вот тот радар, который там в бампере, он обычно просто теряет свои углы. Вот, его надо поправлять. А вот этот радар волновых линий, как-то он называется еще, он, в общем-то, непонятно. Он то ли у него там с процессором бывает проблема, процессора у них плывут от жары, особенно летом они уходят из строя. Так. И процессор там уникальный. Радар, то есть, если перекинуть с другой какой-нибудь машины, он не будет все равно работать. То есть, он привязан конкретно к компьютеру ДВС, этот процессор. Они все уникальные. Так же, как и у Honda и у других каких-то блоков ABS, они тоже у него привязаны, поэтому уникальные. Бывает, что даже в номер не покупаешь, и оно не будет работать все равно. Поэтому все как-то вот так. Так, надо пристегнуться и поеду потихонечку. Ребята, вот такое место есть. Приезжайте на детейлинг, полировка автомобилей. Вон у человека тут все грамотно. Химия есть, любая вообще. Что тут еще есть у нас? О, машинки даже вон такие кайфовые. Профессиональная химия. И все. Ни одной ошибочки нету. Все откалибровалось у нас. Все четко. Вот так вот решаются проблемы с этим радаром. В принципе, как бы все нормально у нас. Вот такой, ребята, у нас день. Что, кому надо помочь с калибровками, обращайтесь. Все у нас как бы, все возможности есть. Даже такие проблемы по Honda можем теперь решать. Вот. Конечно, для этого нужно, я приехал в это помещение неспроста, потому что у нас нету таких возможностей, у нас помещение не позволяет, там расстояние нужно и все такое, чтобы было светлое помещение, это основные условия. Вот. Но вот так, в принципе, мы все это умеем. Ну все, ребята, Фрида мы сделали, ни одной ошибочки, все хорошо, радар откалиброванный. А так, тачка классная, вот. В общем-то, клиент, говорит, ездил к другим мастерам гибридным здесь, не смогли ему это сделать, как бы, калибровки. Ну,
У нас получается просто помещение такое себе, расстояния нету. Я сейчас вот нашел помещение, где побольше как бы расстояний. Светло, хорошо, выставили машину ровно, все. То есть мишени выставили, все откалибровалось у нас. Вот. Ну а так нормальная тачка, Фрит, вместительная. Вот робот есть у него, надо обслуживать, конечно. Ну, роботов не боитесь, надо их просто обслуживать вовремя. До 100 тысяч надо перемазать или на 100 тысяч подшипники, он будет дальше ходить. Так многие роботов боятся. Вот, типа робот. Да сейчас все будет робот. Современный мир уже весь переходит на роботы почему-то. Вот. Honda, наоборот, немножко столкнулась с этими роботами с 2015 года, с 13 и сейчас наоборот они уходят в сторону вариатора. Вот, в принципе, все китайцы сейчас у нас на роботах от немецких. Это у нас ДКТ-шные коробки. Это у нас коробка на Honda IDSG. Вот. Просто она любит обслуживание. Ну и японцы создали ее всего там на ресурс 100 тысяч километров. Все. А им больше и не надо. 100 тысяч километров это примерно 5 лет. Ну там 5 лет можно на машине ездить. Либо там по пробегу ее поменять по трейдину у них там в Японии. Вот. А мы уже доезживаем. Мы ездим-то поскольку по 300 тысяч, по 500 тысяч километров на этих машинах бомбим дальше, после японцев. Но, конечно, какой там... Почему она не должна ломаться-то? Она должна ломаться, потому что у них нету такого ресурса. Про те машины добрые, там, миллионники, можете забыть, там, которые Lexus, LX, там, 2000-х годов, 90-х. Это были, конечно, тачки крутые, но они уже не технологичные, они уже не экологичные, они уже жрут много бензина. Они не актуальны в нашем современном мире, где бензин просто стоит каких-то космических денег. Вот, в принципе, как-то так. Вот, в общем, вот так что вот могу вот так вот рассказать вам про современные Honda. В общем, уже скоро весна у нас в Якутии, уже тепло совсем стало, время хорошее, скорее бы уже лето пришло, тоже будем расширяться, будем строить еще один бокс, вот, с подъемником. Планов нынче много, купили Хонду, сейчас будем ее восстанавливать, подвосстановим, приведем ее в идеал, ну и как бы все хорошо, жизнь идет своим чередом, в общем-то. И 2 года уже мы занимаемся гибридными автомобилями, все нормально у нас получается. Кучу проблем решали. Ну, чувствуется, что люди зажимаются по деньгам в плане того, что трудно жить стало, конечно. Хочется там заливать хорошие масла, а денег нету. Хочется заливать, пользоваться какими-то там определенными услугами, там профилактику какую-то делать. Некоторые не делают, потому что, все по возможностям, короче. Вот как-то так. Ну, в общем, всем пока, всем добра. Все, Фрит от нас уезжает. Сделали калибровку.